Гульсунай Тыныбек-кызы можно назвать счастливицей. Она одна из немногих в нашей стране, кто знает о коронавирусе только понаслышке. Ковидом не болела ни сама девушка, ни ее близкие родственники. Однако все дело не в везении и правильном образе жизни, а в прививке. К счастью, мы знаем только понаслышке о коронавирусе. Муж мой привит. Вакцинация необходима. Заразиться ковидом можно даже от детей. Они переносят болезнь легко, а вот взрослые тяжелее. Сама Гульсунай не привита, собирается это сделать только сейчас. Не получилось раньше, потому что, когда началась кампания по вакцинации, была беременной. Потом кормящей мамой. Боялась, что сыворотка от коронавируса навредит ребенку. Но медики говорят, зря. Коронавирус страшней. Он приводит их к преждевременным родам и патологиям внутриутробного развития. А вакцину женщины в положении переносят легко, без побочных эффектов. Поэтому прививаться беременным можно и нужно. В настоящее время мы прививаем и беременных, и кормящих. Беременных старше, если срок беременности 22 недели и больше. И также прививаем кормящих. Кормящие могут... И беременные, и кормящие прививаются Pfizer, вакциной Pfizer. Врачи рекомендуют прививаться от коронавируса всем замужним женщинам и девушкам, которые даже не планируют беременеть. Потому что коронавирус проходит через плаценту. Ребенок может заболеть внутриутробной пневмонией. Спасти такую кроху маловероятно. Уже более старшие дети коронавирус переносят легче, потому что течение болезни у них не сопряжено с хроническими заболеваниями. В Кыргызстане детей прививают с 16 лет. Мы же все-таки группа риска людей, да, определяем. Все равно там мы выделяем это возраст, сопутствующие заболевания, это, да, если хронические патологии, почек, сердца, сахарный диабет. К счастью, у детей этого всего нету, но если у маленьких пациентов тоже будут такие какие-то вот, скажем, тяжелые, сопутствующие, фоновые заболевания, это точно так же может протекать у детей. Но, к счастью, это все хронические заболевания, там, годами, с возрастом у пациентов накапливается. В Кыргызстане полный курс вакцинации от коронавируса прошло 18,5% населения. Даже этот маленький показатель помог взять эпидемиологическую ситуацию под контроль. Сегодня зарегистрировано всего 7 новых случаев. На сегодняшний день у нас в красной зоне находится 56 пациентов. Функционирует 3 отделения. Один из них отделение реанимации, в котором находится в крайне тяжелом состоянии 9 пациентов. За сутки по подозрению на COVID-19 за вчерашние сутки к нам обратилось 7 пациентов. Из них все они были госпитализированы. Вот ведется работа у нас и в красной зоне, и с другими инфекционными нозологиями больных мы принимаем в штатном режиме. Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, говорить о полной победе над коронавирусом еще рано. Чтобы положить COVID-19 на лопатки, нужен коллективный иммунитет. Проще говоря, вакцина, которая защитит и самого привитого, и людей, которыми он дорожит. Екатерина Такамбаева, Турар Анарбеков, Пирамида.